Мир онлайн-игр и социальных сетей захватил воображение миллионов детей и подростков. В Якутии, где отдел по борьбе с киберпреступлениями существует с 2022 года. Проблема кибермошенничества стремительно растет. Ее официально ежегодно регистрируется 15-16 несовершеннолетних жертв. Статистика учитывает только кражу денег у самих детей, не включая случаи, когда дети тратят деньги родителей. Для сравнения, число пострадавших взрослых за последний год выросло на 38%. Создаются аккаунты, которые похожи на аккаунты их знакомых, их родных, с которыми они играют через сеть, да, и потом с этих аккаунтов они пишут детям, там, сделайте то-то, сделайте это, выманивают какие-то данные, которые им необходимы, допустим, для того, чтобы создать, опять же, аккаунт, либо кого-то обмануть, например, на кого-то выйти и так далее. И вот недавно вот как раз был случай, когда девочке предложили бесплатно получить валюту. Девочка согласилась, на что ее попросили скинуть данные банковской карты ее бабушки. Ну и так получилось, что она все отправила, и со счета бабушки сняли денежные средства. Для борьбы с кибермошенничеством против детей в Якутии полиция проводит профилактику в школах, СМИ и соцсетях, обучая детей и родителей основам кибербезопасности. Однако проблема остается острой, поэтому упор делается на повышение цифровой грамотности. Вообще все органы внутренних дел работают на то, чтобы профилактировать преступления, выявлять и раскрывать. В нашем случае мы являемся группой профилактики, поэтому мы больше работаем с населением, стараемся делать сюжеты, проводить лекции, распространять плакаты, брошюры и так далее. Ну и, соответственно, участвуем во всех мероприятиях для того, чтобы освещать население. Я считаю, что профилактика в любом случае работает, потому что если бы люди не были осведомлены, жертв было бы гораздо больше. А кто-то вот все равно верит. Потому что легенды мошенников, как правило, очень-очень правдоподобны. Лекции проводим везде, и в школах, охватываем и сферу образования, и сферу здравоохранения. Везде, где мы можем, мы участвуем. Единственное, что, как правило, если брать детей, то попадаются те, которые не осведомлены были. Ну и вообще, давайте будем честными, даже взрослые попадаются, они верят. Что говорить о детях? Особую опасность представляет практика сватинга, когда детей шантажируют угрозами, например, ложными сообщениями об угрозе теракта, чтобы получить деньги. Человек, допустим, когда создает страницу в соцсетях, он привязывает свой номер телефона. Как правило, дети сейчас как раз это делают, да. Этот номер телефона можно потом вычислить. Люди, которые владеют определенными программами, они очень легко это достают, даже если он скрыт. В итоге этот номер как раз-таки прописывают и шантажируют с помощью сватинга. Мобильные игры – это увлекательный мир, где каждый может стать героем, построить империю или просто пообщаться с такими же пользователями сети. Но мало кто знает, что за яркими экранами и захватывающими приключениями может скрываться теневая сторона. Яркие миры онлайн-игры манят детей и подростков, предлагая общение и возможность самовыражения, возможность создавать собственных аватаров, покупать виртуальные предметы и общаться с игроками со всего мира, делает эти игры невероятно привлекательными. Обычно играю с друзьями. Тут есть очень много режимов, можно создавать свой аватар и играть мультиплеерно. Можно купить себе скин, сделать себе одежду, задонатить во всякие режимы. Вот, например, есть такой режим. Но за привлекательной картинкой скрывается реальная опасность. Виртуальный мир, привлекательный для детей, становится легкой мишенью для кибермошенников. Мы решили узнать у самих пользователей мобильной игры, почему такой интерес у молодежи. Можно общаться с другими людьми. У меня тут есть очень много друзей, 180. Очень большое количество. Я с ними вместе играю во всякие разнообразные игры. Можно еще зайти в любую игру и можно встретить там американца, испанца, корейца, любого. Чаще всего играют дети чуть-чуть младше нас, но все равно играют вообще любого возраста, хоть 30-летние. Наша героиня поделилась, что в их школе проводят профилактику по кибербезопасности. Нам в школе рассказывали на классном часу. Мы считаем что мы довольно безопасно играем, и что мы не попадемся на такое, потому что мы предупреждаем родителей, родители нам говорят,
то, что надо быть осторожнее с мошенниками, потому что это мобильная игра, и там могут обманывать детей, поэтому мы стараемся быть осторожнее. У нас, например, каждую неделю классный час, бывают важные разговоры, там говорят о мошенничестве, не надо. К сожалению, многие дети недостаточно осведомлены об опасностях онлайн-мира, поэтому родителям крайне важно постоянно говорить с детьми о кибербезопасности и возможных угрозах. И не только говорить, но и быть готовыми оказать поддержку, если ребенок все же столкнулся с мошенниками. Анна Гумницкая, специалист по детско-родительским отношениям и педагог-методист, подтверждает эту мысль. Есть такой важный прием, в психологии называется сочувствие. Сочувствие – это не… И мы не говорим о жалости, мы говорим о сочувствии. Я понимаю, что ты чувствуешь. Этот прием нужно постоянно использовать в общении с ребенком. Повсеместно, каждый день, ежечасно. Тогда ребенок не будет бояться вам рассказать, он сразу, если что-то почувствует неладное, он сразу к вам обратится. То есть сочувствие – я понимаю, что ты чувствуешь. Ребенок, допустим, гипотетически не ту карту привязал, где-то доверился и так далее. Он бежит рассказать родителю, поделиться этой проблемой, а не потому что в ожидании какого-то наказания. Вообще само по себе наказание, это аксиома, оно бессмысленно. Это нужно понимать всем родителям, потому что механизм наказания не работает так, как думает основная масса людей. Наказание – это что? Цель наказания – это причинить боль. Психоэмоциональную, физическую ограничить по времени, забрать гаджеты и прочее. Это все цель, которая вот у ребенка испытывает исключительно только негатив. И у него формируется условный рефлекс. Но не на ситуацию, я вот здесь что-то сделал, да, я виноват, мне за это наказали, а на родителя условный рефлекс. Ты меня не принимаешь, ты меня наказываешь, мне с тобой небезопасно, я тебе ничего не расскажу, что происходит в моей жизни. Поэтому сочувствие – это обязательный фактор. Второй прием основы доверия – это присоединение к интересам ребенка. Я всегда говорю родителям, если вы не присоединяетесь к интересам ребенка, доверия не будет никогда. Почему это происходит? Это тоже бессознательные такие психологические процессы у ребенка. Если родителям не интересны мои увлечения, не важен я. Это работает только так. Когда я спрашиваю родителей, которые приходят с проблемой зависимости от виртуальных игр, назовите 3 игры, в которые играет ребенок. Они не могут назвать. Не знаю. Если вы не знаете, чем занимается ваш ребенок, почему вы считаете, что это плохо? Анна также отмечает, что многие родители приходят к ней с проблемой игровой зависимости у детей. Часто корень этой проблемы – недостаток общения и взаимодействия с родителями. Проблема в том, что, к сожалению, сейчас сложилась такая атмосфера в родительской среде и образовательной в том числе, что весь виртуальный мир ведет ребенка неизбежно к его деградации. И вот эта атмосфера, она как раз-таки создает эту проблему, огромный провал общения, коммуникации между родителем и ребенком. То есть родитель считает, что ребенок занимается глупостью, какой-то ерундой, потерей времени. Вот эта классическая фраза «Что ты сидишь играешь? Лучше почитай книгу». Вот это об этом. И, конечно, создавая такой огромный провал между общением, ребенок не рассказывает родителю, не делится с тем, что происходит с ним в виртуальном мире. Это не только игры, но это и общение. И в том числе общение с кибермошенниками. Родитель может это отследить только в том случае, если у него есть уже доверительные отношения. Он видит разницу между тем, что ребенок что-то происходит. Ребенок не спит, ребенок стал плохо есть. Ребенок стал общаться меньше с родителем, он раздражительный, либо наоборот замкнулся в себе. Это говорит о том, что происходит какая-то травма соприкосновения с реальностью. Что-то не то. В группе риска находятся дети в возрасте от 7 до 14 лет, которые уже имеют собственные аккаунты в онлайн-играх и располагают карманными деньгами. Анна считает, что столкновение с кибермошенничеством может стать неожиданным, но ценным уроком финансовой грамотности для ребенка, если родители правильно отреагируют на ситуацию. Только открытый диалог и поддержка могут защитить детей от киберугроз и воспитать в них финансовую ответственность. Обычно с 7 лет уже у ребенка есть аккаунты в играх, да, он уже понимает, что может покупать какие-то донаты. У этих детей обычно есть карманные деньги. Да? Вообще тема кибермошенничества, киберпреступности может стать основой для формирования финансовой грамотности у ребенка. Я всегда говорю родителям, превращайте любой минус в плюс.
Отрицательный результат — это всего лишь опыт. То есть у вас случилась какая-то проблема, вы можете с ребенком не просто ее обсудить, вы можете сделать основой своего воспитания. Потому что ребенку нужно объяснять, что это не локальная проблема, что развитие цифровой эпохи ведет неизбежно к развитию киберпреступности. Это такая теневая сторона этого процесса. И находятся в зоне риска абсолютно все слои социальные. И когда ребенок понимает, что я могу попасть в эту ситуацию не потому, что я маленький, не потому, что я наивный, глупый, мне не хватает знаний, а потому что это проблема современности. Вот тогда он становится более внимательным. Вот тогда это уже не проблема, это ситуация, которую нужно решить. И мы с родителем это, если что-то случилось, если я ощущаю, что-то не так, да, происходит, потому что киберпреступность — это не только про деньги, к сожалению, да, это про то, что расскажи о своих личных данных. Что, оказывается, дети, которые притворяются ровесниками в сети, это не обязательно дети, это взрослые люди. Когда красный флаг, отправь свою фотографию, назови свой адрес. Как твоя настоящая фамилия? Вот это все красные флаги, и это нужно обсуждать с ребенком в контексте не локальной проблемы кибермошенничества, да, в играх виртуальных, а в контексте повсеместности. Мы решаем ситуацию, а не решаем с ребенком. Мы не с его личностью, что он какой-то плохой, он какой-то непослушный. То есть вот перенос делаем на ситуацию всегда. Проблема детского кибермошенничества в Якутии и России требует немедленного внимания. Необходимы новые технологии для защиты детей, более эффективная профилактическая работа и усиление ответственности за подобные преступления.